Михаил Николаевич, народный писатель Чувашии, председатель правления Союза писателей Чувашской Республики и председатель Всечувашского общественно-культурного центра. Основа основ любой культуры – это писатели. Вот Иван Яковлевич Яковлев, создавая Симбирскую чувашскую школу, письменность прежде всего начинает создавать литературу писателей. Константин Иванов, Шубусимин, Таир Дебкин, потом, значит, музыкальное творчество, композитор Симбирской чувашской школе, потом художники появляются, потом театр, именно в Симбирской чувашской школе театр появился не в Казани в 18 году, а 8 лет ранее, до этого в Симбирской чувашской школе поставили артисты, поставили даже оперу, Иван Сусанин поставили. А сейчас, театр есть. Театр можно иметь 100 театров, но если нет писателей, которые создают пьесы, то это только повторение. Мы работаем, не покладая рук. И мы нищие. Они что, вот олигархов больше нас работают? Нет. Они катаются на лимузинах, на джипах, на прочих. Они, значит, у них там секретарши и любовницы, прочие, квартиры невозможные, золотом обитые, ванны, прочие. Почему? Только потому, что они украли. Они воры, бандиты. Моя одна книга о космонавте Николаеве, «Мальчик из Шоршел», дала государству миллион в те годы, миллион прибыли. Каждая книга стоила рубль, и миллионным тиражом книга вышла. А я получаю пенсию как нищий. Ничего не учитывается. В Москве только вышло у меня 18 книг. Огромная прибыль она дала государству. А другие книги? Это одна книга? Да, а таких книг сколько у вас, Михаил Николаевич? Сколько книг? Более 300 книг издал. И вот книги сейчас лежат. Вот и с этими олигархами пробую разговаривать, чтобы они подарили хотя бы своим школам, и то нет. Вот один из них 3 года обещал школам Комсомольского района подарить книги. Нет его. Или другой олигарх, богатейший человек из нашего района, из Батыровского района, школы Батыровского района, 30 тысяч, говорит, на 30 тысяч подарим. Нет. А в то же время на ночь с этими проститутками по 100 тысяч выбрасывается. Не знаю, такая страна, она не может существовать долго. Что-то должно меняться. И хочется верить, конечно, в будущее России, потому что я люблю свою Чувашию, Россию, потому что это наша Родина, наши деды, отцы погибли, защищая эту Родину. Мой дед по линии матери был офицером царской армии, вернулся с орденами, медалями. И что и заимел. Раскулачили? Да. Я иногда удивляюсь, неужели российский народ не может очнуться, понять, что так жить нельзя. Более 100 лет только прошло с того времени, когда русский народ, с русского народа сняли рабство, крепостничество. Может быть, 100 лет мало, чтобы осознать свободу. 1600, до 1861 года русского человека любой
этот хозяин мог продать, убить. Я был однажды в одной русской деревне, и вот со старухой разговаривал, спрашиваю, вот у вас свой барин был, какой он человек. Что самое удивительное, что она мне сказала, любую крестьянку, которую выдают замуж, он забирал в первые дни к себе и держал 10 дней у себя. И после этого только отдавал мужу. Вот что запомнилось о барине. Право первой ночи принадлежало барину. Да. Вот это страшное, вот страшное рабство было в России. И некоторые пытаются, хвалят, вот царская Россия, как Жириновский, значит, царская Россия такая, значит, такая хорошая страна была, прочее. Жили бы предки Жириновского в те годы и узнали бы, что такое право первой ночи. Орден «Золотая звезда», Герой Святой Руси, общественная организация «Российское вольное казачество» за номером 073 за возрождение Святой Руси, проявленным при этом героизм, мужество. Михаилу Николаевичу присвоено высшее звание Герой Святой Руси с вручением нагрудного ордена «Золотая звезда» за номером 73. Это первый чуваш получает Герой Святой Руси. За великого историка современности, нашего чувашского патриота, мыслителя, общественного деятеля, почетного гражданина города Чебоксары, Михаила Николаевича Ильина и Помещи, наши трехкратные почти можем гибнет. Ура! 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 Награда был, значит, все принято.